Уголовное дело таджикистанского адвоката Бузурмехра Йорова, который защищал арестованных членов оппозиционной партии Исламского Возрождения, засекречено решением Генеральной прокуратуры. Теперь его адвокат не имеет права ничего рассказывать о ходе следствия, иначе сам попадет за решетку. Что бы там ни пытались скрыть прокурора от общественности, подробности выдвинутых против адвоката обвинений уже известны. Таджикистанцы еще не забыли недавнюю кампанию МВД, которая всеми силами собирала против упрямого юриста жалобы. На официальном сайте этого органа было размещено обращение, в котором призывали обманутых адвокатом людей подать против него заявление. Таких собралось всего 5, и все они требуют взыскать с Йорова материальный ущерб. Бузурмехр Йоров был арестован в конце сентября, сразу же после того, как стал представлять в суде 7 арестованных активистов, объявленной вне закона оппозиционной партии Исламского Возрождения. Уже на первых этапах следствия адвокат показал свой характер, рассказав об избиении и давлении на первого заместителя певца Идумара Хусайни в СИЗО МВД. Так как это не первое громкое дело, которое проходит под грифом секретности, мы спросили у юриста, насколько правоприемлемо налагать гриф секретности на те дела, которые должны проходить под пристальным вниманием общества. Сведения, составляющих государственные тайны, определяет закон Республики Таджикистан о государственные тайны, и список сведений, составляющих гостайну, утверждены постановлением правительства Республики Таджикистан. Кроме того, уголовное дело может нести гриф секретности в случае, когда речь идет о защите прав и свобод малолетних детей и несовершеннолетних, также о преступлениях против половой свободы или половой неприкосновенности. Поэтому я считаю, что на сегодняшний день, насколько нам известно, в отношении Бузурмехра Йорова, одного из ведущего адвоката Республики Таджикистан, возможно, уголовное дело по статьям, значит, мошенничества и подделки документов, естественно, здесь нет никаких секретных данных, составляющих государственную тайну, или по тем требованиям, которые бы попадало бы под эту статью, то есть наложение грифа секретности, я не вижу. Поэтому я считаю, что только из-за того, что дело носит политические подоплеки и слишком много средств массовой информации об этом пишут, и многие международные организации сегодня требуют его освобождения, либо значит, законного обоснованного подхода к этому делу. Поэтому я считаю, что по этим причинам решили наложить гриф секретности. Между тем, сегодня стало известно, что на дело арестованных членов партии Исламского Возрождения Таджикистана тоже наложен гриф секретности. Об этом агентству Азия Плюс сообщили родственники арестованных. Это означает, что разглашать информацию о деле не имеет права ни те, кто допрашивает по этому делу, ни адвокаты задержанных, ни следователи, ведущие дело.